Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня у нас пятый урок. И правило, которым пойдем сегодня, называется танвин. Танвин– это добавленный звук «н» в конце слова. Обозначается двойной огласовкой. То есть у нас всего три огласовки. Фатха, касра и домма. А, И, У. И когда мы сверху букву ставим черточку, это звук А. Когда снизу, это звук И. Как запятая сверху, это звук У. И здесь уже у нас две черточки. И со вторым черточком добавляется звук Н. Вот возьмем первую букву Ба. Когда мы ставим сверху две черточки, это получается Бан. То есть когда одна черточка была, это было Ба. И со вторым черточком добавился звук Н. Бан. Вот как здесь. Бан. Когда снизу две черточки, это бин. Вот как запятая сверху одна черточка, это бун. То есть бан, бин, бун. И этот танвин бывает только в конце слова. В начале, середине он не бывает. Бывает только в конце слова. Вот первое. Ахадун. Когда одна черточка, здесь был ахаду. И со вторым черточком добавился звук н. Ахадун. Второе слово ахадан. Черточка, то есть танвин ан, его всегда сопровождает алиф. Но у нас будет отдельное правило, связанное с ним в дальнейшем. Ахадан. Здесь мы алиф не читаем. Ахадан. Потом хараджан. Ахадун. Ахадан. Хараджан. Потом джурузан. Табакан. Масадин. Кабадин. Фалакин. لهب صمد حرم قسما عمل بيت قمر قلم نجما شمسا سيد. Вот здесь правило удвоения. Я мы удваиваем и конце танвин. Сайидун. Джайидун. Кавийин. Вот снизу значка, поэтому ин. Кавийин. Закиин. Тайибан. Набиюн. Это две буквы. Ба и я. Набиюн. Здесь мы завершаем пятый урок. Пусть Аллах вам поможет. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.